Всем привет! Кто на моем канале уже давненько, вы, наверное, сами все видели, с каким трудом мне приходится добывать живцов зимой, особенно зимой. Летом-то что, поставил или весной? Ловушку поставил, комбикормчика накинул, мальки залетели, все шикарно, все прекрасно, хотя и не всегда. А зимой это мне приходится постоянно выдалбливать толстенный лед, это под ловушки, скажем, вот такую майну. А если под сачок, то вообще майну чуть ли не 1,5 на 1,5 метра. Этот толстый лед, это просто уходит, бывает, час, а то и больше времени. Это очень изнурительно, это очень по времени долго. Задался задачей найти зонд, малявочник именно. Вся фишка в том, что не надо долбить большую майну, а надо всего лишь пробурить одну лунку, кидаешь этот зонд туда, типа сачка, малек туда заходит, ты поднимаешь, он сжимается и выходит опять же в одну лунку. Вот. За время морозов, то что 3 недели сидели дома, я поискал тут, поискал там. В итоге я нашел, где можно приобрести эти малявочники. Это Азов Невод. Написал, созвонились. Да, есть у них в наличии малявочники. И вот сегодня утром я получил эту посылочку. Так что давайте с вами сейчас мы откроем и посмотрим, что это такое. Потому что я это видел только на ютубе, как ловят не только живца, но и рыбу. Так, вживую, я еще не видел. Так что будем пробовать вместе, как говорится. Приступаем. Самое очень интересное, потому что у нас как бы есть места такие, где можно поймать этого малька. Но повторюсь, это или на удочку, или как-то по-другому. Так, вот. Раз. И два. Коробочку не убираем долгий ящик. Перевозить я люблю именно в этой коробочке. Читаем. Зонд-малявочник, 4-лапый кот. Вот, как мы видим, он вполне компактный. Мне кажется, он даже влезет в 100. Но лучше все-таки взять, я так думаю, бур побольше. Ну, чтобы... А вдруг малька там действительно целое ведро. И чтобы не было никаких проблем. Сейчас мы посмотрим, как это работает. Так. Ванька, а нет, это кот. Это у нас зовут малявочник кот. Я специально взял его для мальков. Ячья тут 8 миллиметров. Так. Такая вот резиночка. Так. Ну что, попробуем. Я как понимаю, так, ну-ка. Вот это пробуривается лунка. Можно, в принципе, посмотреть камеру, если там малек есть, нет. Опускается в лунку. Опускается в лунку. Так, 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 так. И все. А, ну, получается так, да. Кот 4-лапый. А нет, он дальше должен опускаться. Вот оно где-то вот так вот будет, да, на дне. Оно где-то будет так, получается.
Можно даже, в принципе, отпустить камеру, посмотреть под лед. Или так, если видно. И как только малек туда залез, так раз, резко поднимаем. Вот так, раз. И вытаскиваем. Весь малек здесь. Это у нас кот. Зонт-малявочник, четырехлапый кот. Так, откладываем его в сторону. Вот. Раз. Вот такой вот котик у нас. И второй зонт. Зонт-малявочник, шестилапый, Ванька-встанька. Сейчас посмотрим Ваньку-встаньку. Ванька-встанька. Встанька-Ванька. Так. Ванька-встанька. Сейчас посмотрим нашего Ваньку. Ну, принцип действия, в принципе, тот же. Пробуривается лунка. Отпускается Ванька-встанька. И там он вот так вот раз. О, получилось. Тут у меня что-то с этим котом не получилось сначала. С Ваньки-встаньки все получилось. Все, получается, малек плавает, заходит. И потом мы так, получается, раз. Оно закрывает и в луночку. Понятно, да, принцип действия? Так, ну, дома, конечно, это хорошо, как говорится. А основные действия мы знаете, где проведем? Сегодня уже темно. Ехать далеко до того места, где-то километров 15, наверное, надо отъехать от поселка. В общем, завтра, как будет светло днем, мы поедем и испытаем этого кота и Ваньку-встаньку на водоеме. Там живец крупный, живца там много, обычно бывает. В общем, проверим, сами посмотрим и вам покажем. Так что до встречи на водоеме. До завтра. Ну вот, наступил новый день. И как вы видите, мы с вами уже на водоеме. Сегодня у нас за бортом температура всего минус 4 градуса. И в наши северные края пришла весна, потеплело. Мело 2 дня. Намело очень много снега свежего опять же. Но сейчас тепло, комфортно и безветренно. Вот я уже заранее приготовил 2 лунки. Вот одна луночка. И вот вторая луночка. И до того, как мы закинем туда в одну луночку нашего кота, а в другую луночку Ваньку-встаньку, мы сначала достанем подводную камеру и глянем, есть ли вообще там малек. Может быть, там вообще никого нету. В общем, достаем камеру и смотрим. Камера у нас дешевенькая, простенькая. Заказывал на Алиэкспрессе. Не помню, 5 тысяч, наверное, уже. Года 2. Она у меня уже ломалась благополучно. Потом товарищ мой друг Павел Осколков отремонтировал ее. И пока показывал. Не знаю сейчас, что покажет. В общем, посмотрим, что нам покажет. Ага, включилась. Все видно. Так, ну что, поехали. GoPro, снимай видео. Так, сейчас мы посмотрим, есть ли в этой луже рыба или ее тут нет. Ух ты, вот ее сколько здесь. Видите, друзья? Нормально. Если вы, друзья, видите, малек стоит стеной. Его здесь просто очень много. Вот видно, в толще воды даже сверху
Ну-ка попробуем отпустить поглубже. Вот. На всю толщу воды просто кишит. Его здесь куча. Но в принципе так оно и было всегда. Их здесь просто тысячи, миллионы. Вон. Я не знаю, друзья, видно, не видно вам? Но их реально здесь огромное множество. Не знаю, вот. Я дошел до дна. Если видите, их просто как пчелиный рой. От дна, возле дна их нету, кстати. Совсем возле дна. Вот я отпустил на дно. Их нету. Они чуть выше идут. И только малек, и никакой другой рыбы. Вон, подошел, посмотрел прямо в камеру. Их огромное здесь множество. Так что, друзья, я так думаю, нам что-нибудь да обязательно попадется. Он по всей толще воды. Поверьте мне на слово, если эта камера засняла, то я вам, конечно, покажу и эти кадры. Малька здесь просто немерено. Здесь, видать, их стойбище, что ли. Просто огромное множество. Так что не зря мы сюда притопали. Ну, сейчас только мы посмотрим. Рыба есть. Сейчас мы посмотрим, как сработает наш котик четырехлапый и как сработает наш Ванька-встанька. Поехали. Вот они. Вот они, наши четырехлапые друзья. Посылка. Это у меня с Ростовской области пришла. Так, ну что сначала? Давай попробуем котика. Котик четырехлапый. А нет, я закину котика, в ту лунку закину Ваньку-встаньку. И потом по очереди проверим. Так и сделаем. Котик мой кисуля. Так. Так. Все. Размотали. И теперь просто опускаем в лунку. Все. Кот ушел. Кот ушел на дно. Так. Так. Котик мой на месте. Сейчас пойдем закинем Ваньку-встаньку. Поворот. Вот у нас вторая луночка. Так, немножко сюда. Ага. Так. Немножко примерзло уже, но это ерунда. И вот наш Ванька-встанька. Вчера немножко добавил здесь веревки на всякий случай, потому что глубины бывают разные. И немножечко добавил веревки. Так. Ага. Попробуем сначала без всякой прикормки. Я кашу-то взял, конечно, на всякий случай, думаю, а вдруг ничего не будет идти в сачок. Надо будет ждать, приманивать. Вон наш Ванька-встанька.
А, нет, это, да, Ванька-встанька, все правильно. Все. Также отпускаем. Все, ушел. Ванька-встанька ушел на дно. Все. Ждем. Так, ну а теперь давайте вернемся к нашему котику. Поворот. И приготовим сразу ведерочко в надежде на улов. В надежде на улов. Я, знаете, что не взял? Я не взял кружку. Я не взял кружку, чтобы начерпать ведро воды. Сейчас попробуем этой крышки, конечно. Или придется, если не получится, приманкой там из-под каши. А вот так вот попробуем, если получится. Это придется очень и очень долго. Да. Так, сначала начерпаем воды, пока выключаемся. Водички мы набрали. И что? У нас прошло где-то минутки 3, наверное, 4. Ну и что, попробуем? Давайте попробуем, как это сработает. Ну, вот и первый улов на кота. Вот и первый улов. Это у нас где-то около 15, наверное, малечков. Если бы сидеть на удочку, по-любому пришлось бы подольше. Сейчас посчитаем, сколько у нас здесь мальков стало. А это закидываем обратно. С пятнашкой, думаю, удобно. С соткой, наверное, будет проблематичнее. Хотя бы 13 надо, чтобы было. Так. И на малявочный кот у нас, как мы видим, около, ну, больше 10, где-то около 13 мальков, наверное. Вот такие вот крупные мальки, живец. Теперь давайте посмотрим, что нам даст малявочник Ванька-встанька. Поворот. Так. Видно? Ну что, Ванька-встанька? А, ведро забыли. Вот у нас здесь малечки. Повторюсь, здесь я не ложил никакую прикормку. Без каши, без ничего. Ну что, посмотрим, что нам даст Ванька-встанька. Ничего. Странно. Неужели здесь малька нет? Я что-то не посмотрел на камеру. Неужели такая большая разница, что здесь нет малька? Ладно, поехали. Посмотрим, что нам даст еще кот. Все. Тоже ничего нет. Походу мы шуганули. Походу мы шуганули. Малек куда-то ушел после первого раза. Он нормально стоял подо льдом. И мы, получается, его шуганули. Ну что, достаем опять же нашу подводную камеру и посмотрим, что там творится подо льдом. Так, ну что, давайте сначала... Так, видно? Давайте сначала посмотрим, как у нас дела обстоят у Ваньки-встаньки. А малька-то нет. Малек ушел.
Ни одного малька. Так, а здесь у нас малявочник кот. Если до первого поднятия у нас, один малек проплыл. Здесь было просто куча малька. То, как сейчас мы видим, он весь ушел. Так что давай прикормим и посмотрим, как у нас будут обстоять дела с прикормкой. Как мы видим, весь малек, который стоял стеной после первого поднятия, куда-то ушел. И сейчас вот я смотрю камеру, вообще никого не наблюдаю. Просто было миллион, стеной стояли. После первого же поднятия все куда-то рассосались. Надо было сначала мне на Ваньку-Станьку поднять. Тут малявочник получше будет. Так, ну что? Ням-ням. Сделаем прикормку. Здесь у нас собачья еда, пшеничная каша, хлебушек. Сейчас посмотрим, придет ли малек на запах или не придет. Пока ничего не видно. Может быть, течением сносит, не знаю. Небольшое течение присутствует. А, вон, нет, все. Пошли крошки хлеба, пошли, дошли до дна. Давай пока этим временем сразу прикормим и луночку Ваньки-Встаньки. Чтоб сюда тоже подошли. Так, все, не будем, может просто нужно будет еще где-то буриться. Пока прикормим вот так вот. Сейчас посмотрим, придут они на запах, не придут. Видишь, какие шугливые. Они просто стояли кучей. Ну сколько тут? Ну штук 15 максимум. И все. И буквально после первого же поднятия весь малек благополучно куда-то ушел. Ага, вижу. Вижу, вот он собирается в толще воды. Так, сейчас посмотрим. Он, наверное, повыше идет. Он идет, наверное, повыше, малек. Где-то его было видно. Или где-то он в стороне, я что-то не разглядел. Стайка была. В стороне получается. Ушли. А нет, вот они, вот они. Вот, здесь подошли. Ага, пусть пока привыкают. Малек подошел. Сейчас мы посмотрим, как дела у нас обстоят с Ванькой-Встанькой. А здесь малька нет. Так интересно, там есть, главное, здесь нету. Ни одного малька. Странно. Расстояние буквально 4, ну максимум 5 метров.
Там малек стоит стеной, а здесь его нет. Изначально мы здесь на камеру не смотрели, да, мы только там посмотрели и все. Так что если что, придется... Нету. Здесь малька нет. Надо будет попробовать Ваньку-Станьку в ту лунку кинуть. Пойду еще посмотрю. Здесь есть. Так, в общем... Немножко в стороне, но подходят вроде бы. Немного подходят. В общем, друзья, такое решение. 5 метров в стороне, малька нет, здесь есть. Поднимаю кота и отпускаю сюда Ваньку-Станьку. Посмотрим, как это сработает. Если и это не сработает, то будем искать где-то в другом месте. Просверлим еще пару лунок. Так, ну что, камеру пока включаем. И посмотрим, сколько нам поймает котик. Поехали. Вторая попытка. О! Есть улов. Вы посмотрите, какие жирные малявки здесь. Вон, они просто жирнющие. Вот такие вот. Это гальян речной. Опять штук 15 уже влетело. Так что котик поймал нам рыбки. Сейчас даже больше, чем первый раз. И сейчас мы сюда отпустим Ваньку-Станьку. А кота отпустим туда пока. Так, ну что, Ванька, Станька, попробуем, что ты нам здесь поймаешь, в этой лунке. Так. Пусть пока малек привыкает, пойду кота закину в ту лунку, чтобы не замерзал. Так, кота мы закинули. Что у нас тут по улову? А по улову у нас уже вон такая красивая картина. Штук 30 как минимум вот таких вот жирных гальянов. И посмотрим, что у нас творится под водой.
Так. Отпускаем камеру. Что мы видим? О! Видим малька. Малек есть немножко. Вот он. Но не на дне. Не на дне. Вот они прямо подошли к камере. С камеру отпущу на дно. Во-во-во-во-во. Подходят. Так, ну что, надо пробовать. Не теряя ни минуты. Малек подошел. Пока выключим. Малек есть. Ванька, встанька. Пошел. О. Так, мне кажется, он закрывается, а малек сверху. Надо не до конца отпускать. Наполовину отпускать, наверное, надо. Тут глубина слишком большая, я думаю, по этой причине. Ванька, встанька тоже, вон штук десяток поймал. Так. Мне кажется, он закрывается раньше, чем схватывает малька. По этой причине, наверное, у меня ничего. А как? Раньше никак. Он пока до дна не дойдет, он только на дне раскрывается. В общем, надо найти такое расстояние, где, как вам сказать, ну, глубина поменьше. Тут у нас глубина 2 метра, если не больше. Малек весь наверху. Зонд закрывается раньше, чем идет через толщу малька. И мало чего успевает схватить. Получается, надо найти более мелкий участок. Так что сейчас берем бур и попробуем пройти дальше туда. Там вроде было помельче. Ну а для начала глянем все-таки в камеру и посмотрим. Ушел малек, не ушел. Да нет, вот они стоят. Они ушли куда-то в одну сторону. Ну, вот. Ну, я отпускаю прямо ниже. И вот они стоят, друзья. Так что пока никуда не идем. Пробуем еще. Так, ладно, пусть включенный пока. Ну что, Ванька, встань-ка. Пошел! Вот они. Вот они, мои хорошие. Опять десяток. Опять десяток мальков. Я вам скажу так. На удочку бы намного дольше было. Вон малек подошел. Они подходят к камере. Думают, что это блесна, и они к ней прям подходят. Вот они подошли. Вот они подошли. Сейчас я их приманил. Он прямо в камеру тычутся. Так, пусть побольше подойдут. Так. Блин. Камера намокла. Паша сказал мне, что ее мочить вообще нежелательно. Сделано не герметично. И может крякнуть в любой момент. Так. Что у нас? Вот их сколько. Давай. Ну, я думаю, достаточно. О, она сверху там где-то сбоку, здесь, наверное.
Их просто огромная туча. Кстати, у Азовневода есть зонты побольше. Есть у них также подъемники, кастинговые сети. В общем, много чего есть. В описании этого ролика я скину ссылку. Заходите, посмотрите их продукцию. Мне очень понравилось. Я так думаю, это не последняя продукция, которую мы видим на канале нашем. Обязательно я тоже буду пробовать. Будет лето, попробуем и другие снасти. Так, ну что, пробуем. Там несколько малявок плавает. Раз. Ну вот. Опять штук 15. И такие жирные. Вон. Ну сколько мы потеряли? Вот буквально минут 10-15. А наловили уже можно... Вон, сколько тут? Штук 50 уж по-любому, наверное. Вон, видно, да? Один гальян, главное, речной. Ни ерша, ни окуня, ни хариуса. Хотя этой рыбы здесь тоже хватает, но они где-то там, вот, на течении. В общем, друзья, такая картина. Вот пробурил сейчас 2 луночки там ближе к берегу. Сюда подошел. На дне ни одной рыбы нет, ни одной малявки, ни одного гальянчика. Сколько же у них названий? Вон, по камере. Смотрю на камеру. Сейчас поближе подниму, чтобы лучше видно было. Смотрю на камеру. Сверху и просто вон куча целая. Вон видно, вот возле льда. Они все возле льда. Вон сколько малька. Огромная туча. Вон поднимаю. Только я начал играть вот камерой, шевелить. Отпустил на дно. Вот здесь мы не видим ни одного гальянчика. Вот не видим. Вон. Только начал сюда. Вот они. Начали подходить. Вот они, вот они. Вот они, вот они. И сейчас... В общем, я понял одну вещь. На большой глубине с этими малявочниками делать нечего. Сейчас я пробурился ближе к берегу. Попробуем там. Вон, в толще воды подо льдом сразу начинаются. Вот они, вот. Куча их, куча. Всякие водоросли. Вон, а на дне их нету. На дне их нет. Сейчас мы здесь попробуем кинуть сюда нашего Ваньку, встаньку. Но глубина здесь все равно большая. Даже и здесь 2 метра это очень много. Для него нужно 1,20 м где-то такая глубина. О, вот он подо льдом сразу начинается. Вот его сколько здесь. Не знаю, видно, не видно вам. Но его очень и очень много. Так вот видно, наверное, нет? Ну, давайте так вот сделаем, чтобы видно было. Вон, а на дне нету. Тут его вон сколько, а на дне нету. Так что сейчас будем пробовать. Это пока далеко не убираем. А там все ушли. Так, ну, глянем на всякий случай. На всякий случай глянем. Все. Кирдык к камере. Он. Паша говорил мне, не надо ее мочить. Все. Камера опять у нас крякнула. А нет, все показывает пока. Показывает. Вон, на дне никого. На дне никого. Весь малек сверху. Нет, так, друзья, не дело. А на дне вон никого. Хитрюги. Надо найти мелкое место. Ну, конечно, мы попробуем, что мы сейчас поймаем. Немного-то все равно попадет. Ну да. Совсем немного.
2 штучки. 2 штучки. 2 вот таких вот голянчика. Так, это пока сюда кинем обратно. Сейчас покажу вам, кого мы ловим. Вот. Такие вот. Да куда ты прыгаешь? Вот такие вот гальянчики. Отличная наживка на любую рыбу. Язь, налим, хариус, окунь. Любая рыба. Вот у нас сколько. Насчет того, что нельзя рыбу трогать руками, вон, сами видели. Типа они получают ожоги, их нельзя отпускать. Вы сами видели. Мальков я сейчас держал руками. Они в снегу были, все, кинул в воду, и они благополучно падают. Никаких ожогов нету, не прожарились, не бойтесь. Так что это все отговорки тех, кто не хочет отпускать рыбу маленьких размеров. Так, наши действия. Здесь на глубине малек есть, но он весь в верхних слоях. Малявочник у нас снизу закрывается, не достает, получается. Я помню, где-то здесь посередине ставил банки. Глубина была поменьше. Так что я сейчас попробую, возьму бур, попробую найти оптимальную глубину. И мы еще попробуем поймать. В принципе, мы и так поймали. Вон, этого насадить, если ставить продольнички на налимов, там, на язей, на первый раз вполне хватит. Но тут уже у меня штук сколько? Штук 70 по-любому есть, наверное. Но все-таки я хочу, чтобы малявочник сработал на полную катушку. Посмотреть, насколько он сможет при оптимальной глубине. То есть надо найти мне где-то метр подо льдом. Со льдом, значит, чтобы было где-то метр 30, метр 40. Так что будем бурить, будем искать. Поехали. Так, друзья, пробурил еще он раз, два, 2 луночки там. Посередине, если мне не изменяет память, там была отмель. Попробуем там. Ну а пока, прежде чем уйти, я в эту лунку, где мы смотрели, кинул немного кашки. Вот наш улов. Кинул немного кашки. Вот отпустил камеру. И как мы видим, вон, как мы видим, малек есть, но он опять же весь наверху. Вниз никто нет. Вот несколько штук есть внизу. Так что давайте попробуем. Пока они там есть. Может быть, что-нибудь попадется нам. О, уже нормально. Вот такой улов. Штук 20, не меньше. Штук 20. Опа. Один улетел. Так, все. Еще один остался. Давай. Иди, улезай. Так. Так, ну что, пока подошли, может еще попробуем. Один малек там остался. Внутри. Никак не хочет выходить. Выходи. Вон. Вместе он веселее. Так, ну еще что, попробуем. Так. Раскрывайся, Ванька, встань-ка, раскрывайся. Так, закинули. Смотрим в камеру. Чтоб пустую не дергать. Ага. Он есть
Малек есть. Немножко есть малька. Можно опять поднимать. Опа! Во! Вот это улов. Вот это шикардос. Вон, друзья, смотрите. Штук 50 за раз, наверное. Только-только поднял. И вон какие все здоровенные. Вон. Гальянище просто. Не мальки, а гальянище. Здоровенные, как леньки. Вот озерный гальян. Вот. Некоторые называют его леньками. Вот тоже практически этих же размеров. Вон их сколько влетело. Шикарно. Даже на глубине. Вот прикормил. Кашку немного кинул. И они подошли. Так, ну что, еще сюда кинем прикормку. А что мы задержались на этой лунке-то потом? Пойдем пока кину прикормку. Пусть здесь собираются. Ой, запутался. Запутался немножко. А сами проверим те лунки. Есть там малек и какая там глубина. А сюда пока мы немножко кинем кашки. Как вы видели, она сработала. Ну, пусть еще подойдут сюда. С верхних слоев на вниз туда. А этим временем мы пойдем и посмотрим, что у нас на новых лунках. Поехали. Поехали посмотрим. Так. Вот там вот пробурила 2 луночки. Вон, смотрите, сколько снега навалило уже после морозов. По колено снега. Сейчас опять это все будет давить на лед. Опять выступит вода. И если опять будут морозы, опять это все замерзнет и будет просто толстенный лед. Местами. А на перекатах, как его не было, так его и не будет. Так, ну что, смотрим. Смотрим, смотрим. Ух ты, мама дорогая. Здесь его не меньше. Вон. Куча. Я просто в шоке от того, что сколько здесь этого гальяна. Вот его сколько здесь, сколько там. Тонны. Просто тонны. И один гальян, и больше никакой рыбы. Вон его здесь сколько. Сейчас проверим глубину. Так, вот так. Дошли до дна. И глубина точно такая же, 2 метра. Хреново. Посмотрим там. А, я 3 лунки сделал, получается. Тут 2 метра. И полно гальяна. Здесь у нас что? Опа! А здесь у нас глубины нет. И гальяна нет. Вот она, та отмель, про которую я вам говорил. Сейчас посмотрим, сколько глубина. Вот как раз вот такая глубина и нужна. Но здесь нет гальяна почему-то. А вот. Вот, я только кинул камеру, и они подошли к камере прямо. Вот они здесь плавают. Так что мы сейчас придем с малявочником сюда. Если они также подойдут, как и сейчас, к камере, вот они. Вот они плавают, если видно. Если они также подойдут, то мы их здесь, пожалуй, хапанем. Так, вот в округе есть. Ну, давайте еще глянем 3-ю лунку. Здесь уже чуть помельче. Значит, все верно. Помню, здесь было где-то отмель. Я здесь кидал банки. И также ловил. Потому что с глубины на удочку вытаскивать этого малька. О, здесь еще мельче. О, все верно. Так, здесь у нас глубина получается метр, чуть больше метра. Как раз для того малявочника. И сейчас главное, чтобы сюда подошел малек. А малька здесь нет. Ну вот, подходят, подходят. Вроде бы не было, но вот подошли. Они, видать, издалека видят. Вот, вот, стайка подошла. Подошла прямо к камере.
Им просто любопытно, интересно. Но не в таком количестве, но есть. Так что сейчас берем малявочник и пробуем на новых лунках. Поехали. Просто будем проверять. Так вот. Раз. Закинули. Расправили хорошенько, чтобы он там хорошенько расправился. Вот так вот. Надеюсь, он там хорошенько расправился. И считаем, ну, скажем, до 10. Раз, два, три, 4. Повалил снег он какой. 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ну что, поехали. Посмотрим, что там у нас влетело. Ох, мама дорогая. И камера не нужна. Смотрите, вон сколько нам влетело. Штук 50 как минимум. Ну нормально, да? Так вот берем. Немного приоткрываем. И все. Все падают. Вот некоторые даже заячаились, получается. Вот. Это подохнет, это коту. Малявочник диаметром 8 миллиметров, который чуть поменьше. О, целая куча. Так. Вон, смотрите, какая у нас тут уже дружная компания появилась. Не, все-таки это классная штука. Мне понравилось, друзья. Испытания прошли просто на ура. Так вот. Берем за колечко, кидаем. Так, повторно. Посмотрим. И даже и камера не нужна. Вот главное, чтобы он там расправился хорошо. Это у нас Ванька-встанька. Он полностью расстилается на дне. Вот так вот потрясли немного, чтобы он туда под действием пружин хлоп. А кот, он вот так вот получается. Немного, как тюльпанчик. Ну, нормально, да, вон. И глубоко, и все, и влетели. Ну, теперь, можно сказать, с живцами проблем у нас не будет. Если все так будет, если живец... Да не, он каждый год здесь его километр. Его здесь просто тонны подо льдом. Просто надо найти, где помельче. Он в верхних слоях держится. Так, ну что, мы пока поболтали, наверное, уже до 10 я бы успел посчитать. Смотрим. Чуть меньше, но с десяток есть. Вон. По-любому бы я на удочку столько не успел вытащить. Ну, наверное, все на сегодня. Хватит, что. Потому что если я больше поймаю, вон его сколько у нас уже, этого малька. Штук 200, если не больше. Вон. Просто огромное количество. Его хватит нам на неделю. Как бы в планах у меня съездить сначала на лесную речку. Для продольников пока не задавался целью наловить мальков. Сегодня у нас так называемая пробная рыбалка на кота, рыбалка на Ваньку-встаньку. Ну что я вам скажу, друзья, я доволен. Малявочники себя вполне оправдали. И первый блин у меня вышел совсем не комом, а таким аккуратным румяным блинчиком. Вон улов на лицо. Вон его сколько. Так, ну что, малька мы наловили. Пошел сильный снегопад. И напоследок давайте посмотрим еще ту луночку, куда мы кидали прикормку. Распустим здесь нашего Ивана. Чтобы он хорошо распустился. Вот так вот потрясем.
Ух ты, камера моя, всю снегом закидала. Так, сейчас, наверное, еще эту камеру закидала, да? Все, погода испортилась. Надо ехать домой. Сейчас напоследок посмотрим еще, что и как тут, как дела обстоят у нас с прикормленной лункой. О, сколько этого малька. Обалдеть. Километр. А где-то его куча, а где-то его нет. Но весь малек в толще воды, ближе ко льду. Сейчас вот так мы постучим. Вот, несколько штук пришло. Ага, пришли. Пришли. Вот они, вот. Сейчас быстренько поднимаем камеру. Они, наверное, сейчас вслед за камерой. И сразу же Ваньку встаньку. Ну вот, пожалуйста, еще штук 20. Вот они. Отличные живцы. Буквально за 1 минуту. Ну что, друзья, можно подвести итоги. Вы сами видели работу кота, работу Ивана, Ваньки-встаньки. Хотя я сначала кот тоже поймал вроде бы с первой лунки, потом еще поймал. Ну, скажу я вам так, честно, Ванька-встанька мне понравился больше. Как я вам говорил, Ванька-встанька раскрывается полностью, ложится на дно. Малек гуляет, хоп, и поднимаем. А кот, получается, вот так вот, он не до конца ложится. И некоторые мальки как бы здесь вокруг будут ходить, а так вот внутрь не залезают. А выше, даже хотя бы и в верхнем слоях малек есть, он уже не поднимается же так вот, он как сачок. Он раз, закрывается, и потом уже верхних мальков мы поймать не можем. Малька здесь очень много, но он весь в верхних слоях. От дна вот так вот пусто, где как раз у нас сачок лежит, это просто я камеру вот отпускаю, получается, камеру вот я отпускаю в данный момент. И я вижу, что на дне малька нет совсем. Немного вот так поигрался, а вверху его просто подо льдом вот такой слой просто кишит. Очень много этого малька сверху, а снизу нет никого. Там вот посередине, вы тоже сами видели, просто посчитал до 10, поднял целую кучу. В общем, малявочники мне понравились. Если, надеюсь, вам тоже, если вам понравились эти малявочники и захотели приобрести так же, как и эти малявочники, ссылку оставляю в описании этого ролика. Скидка по промокоду Коми-Рыбак 10% на всю продукцию Азов-Невод. Так что проходите по ссылке, узнавайте, заказывайте. Но я так думаю, кто занимается рыбалкой на жерлице, рыбалкой на продольнике, это просто находка. Я давно мечтал, и вот она у меня появилась, я доволен. А как они будут работать, эти мальки, мы скоро увидим, уже ближе к весне. Мы перейдем на Печору и будем заниматься вот именно рыбалкой на продольнике. Будем ловить язя, налима, хариуса, ну, в общем, всю рыбу, хищную рыбу, которая будет клевать там на наших мальков. Такая вот у нас сегодня получилась рыбалка, такой выезд на природу. Прогулялись, продышались свежим воздухом и наловили вон огромную кучу живцов. Вот такая вот у нас куча, больше 200, это точно, по-любому здесь есть живец крупный, хороший. Я доволен. Ну а пока до свидания, до встречи на реке, до встречи на канале Коми-Рыбак. Всем пока!